С 17 по 29 марта в Петроваце, Черногория, проходил чемпионат Европы по шахматам среди женщин. В турнире должна была принять участие и наша шахматистка, чемпионка Молдовы Алина Михайлова. Однако улететь ей не удалось. За день до нашего вылета мой папа созванивался с ними, спрашивал, все ли в порядке, все ли точно, такой вылет. И говорят, все, да, все хорошо, не волнуйтесь. В итоге на следующий день меня оставляют в аэропорту, я одна должна была лететь. И так получилось, что электронный билет, который нам скинули, который мы распечатали, и время, по которому они говорили, что у меня вылет, это был обед 15:20, но, как оказалось, билет они купили совсем на другое время, на 9:20. Находясь еще в аэропорту, Алина и ее родители пытались связаться с агентством по продаже билетов, но все было безрезультатно. Они начали скидывать, я должна была лететь на турецких авиакомпаниях, Turkish Air, и они начали все скидывать на Turkish Air, что они перенесли якобы рейс. В итоге, когда мы попросили бумагу, что там, во сколько у меня вылет и какой билет был куплен, оказалось, что ничего рейса не перенесли. Был рейс так на 9:20, так и на 15:20, но билет у меня куплен именно на 9:20. То есть тот рейс уже улетел, а на 15:20 уже не было билетов. Спортсменка не смогла улететь. В итоге она с огорчением рассказала, что годы усердного труда, потраченного времени, прошли зря. До участия в турнире оставался лишь один шаг. Подготовка к чемпионату Европы шла усиленно, поэтому никаких сомнений не оставалось, говорит тренер по шахматам Андрей Чешмеджи. Когда я уже начал искать на сайте, что чемпионат начался, ищу Молдовы нету. А она единственная поехала с Молдовы, и смотрю, ее нету, нашего флага нет, государства там нашего нет. Я понятия не имею, я пошел в управление, думаю, неужели там что-то случилось? Они, говорят, поставили известность, что в аэропорту какая-то заминка, не знаю что, с билетами, и в итоге этот случай архи ударило. Это можно всю жизнь готовиться, но это не конец пути. Семья Михайловых планирует обратиться в суд, чтобы добиться не только возврата денег за билет, но и компенсации морального вреда. Было сказано, что в течение 30 дней они вернут нам деньги за билет, а потом якобы будут рассматривать моральный ущерб. Но в итоге мы обратились к юристам, адвокатам, и получилось по законодательству, что они обязаны вернуть нам деньги в течение 14 дней. А если же они возвращают в течение 30 дней, то после мы не имеем права подавать на моральный ущерб. Мы связались с авиакомпанией, чтобы узнать причину случившегося. Нам пообещали перезвонить в течение дня, но этого не случилось. Мария Статова, Александр Глеков, Алексей Герчун, Новости ГРТ.